Жараткан Аллахым ушу насипке шүгүр кылабыз. Жараткан Аллахым билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип коет. Жараткан Аллахым ушу элде дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, согуш болбосун, элде токчулук болсун, иман болсун, абир болсун. Жараткан Аллахым ушу биздин кыздарыбыздын баары аман эсен айыгып кетсин, ремиссияга чыгып, ремиссиядан биротолуу учеттон чыгып кетсин. Жараткан Аллахым бакубат жашоо бере көр. Амин. Азыр мондай кезинде алып жазып алгыла удобно экен. Таккандан кийин да. Андан кийин меңиз мага жазып бересизби? Качан коюп жазып берсин. Ондай иште. Мага деле берип кой бир экөөнү жармашка. Ооба, бар. Бир экөөнү эмес, онду. Колум тийип калсын, колум. Да, самый большой это 46. Это у меня соседка родила двух близняшек, а у нее свой цех был. Моя соседка Селя, она... Да, я сама переболела, у меня был цервикальный рак. Ну, тут сейчас нормально, пережила все это уже в прошлом. Сейчас я просто хочу, чтобы мои женщины тоже прошли вот этот этап. Не так тяжело, как вот мы. Уже когда человек знает и может поддержать, это совсем другое, когда есть поддержка. Когда я лежала в больнице, умерла одна молодая девочка, только из-за того, что не было денег. Остался сын и любимый муж. Я тогда подумала, надо что-то делать, чтобы женщины выживали, не искали деньги. Начинали с нуля. По 500 сом скинулись, купили занавески, эти отрезы, кусочки от занавесок и начали с этого. Сшили несколько сумок, продали, такие довольные. Я не знаю, ничего отказывать. И последнее. Сегодня я сколько приезжаю, да, сюда, я все время вижу, что вот эта моя любимая женщина все время крутится с утра до вечера. Я иногда в 9 вечера звоню, она говорит, я еще сижу в офисе. И я слышу по телефону машинка. Вам благодарность за все, конечно. Но вы помните, что вы не грузовик, а вы девочка. Я сказала, я КамАЗ. Фура. Вот. И все вы тоже об этом помните. И я сегодня хочу официально сказать, вот предложить, чтобы официально твоим помощником была наша Алмагуль. Да. Ну, Мы мне тебя нужен помощник. презентуем, обязываем. И туда напиши 3-м пунктом. Возложить обязанности 4-м пунктом заместителя Сагынбаевой Алмагуль. Потому что я вижу, что она более такая активная, более свободная. И вообще, дети большие. Когда мне поставили диагноз рак молочной железы, конечно, для меня это было ударом. Не только для меня, но и моим детям, близким родственникам, подругам, коллегам. Конечно, вот это надо понять и принять. Я получила 4 курса химиотерапии, 15 курсов лучевой терапии. Потом в 2021 году, в марте месяце, так как у меня гормонозависимый рак, я получила 2-ю операцию по удалению женских органов. После первой операции, да, у нас жизнь стала хуже и хуже. Он ушел в запой, и у меня жизнь становилась хуже, чем было. Потом я лежу и думаю, мне надо что-то изменить, потому что если я продолжала бы с ним жить, я бы, может, и не вылечилась бы. Мне и стрессовала бы, депрессия ушла бы. Я должна была сама себе помочь. Поэтому я вот пошла на такой шаг. Если честно, я ушла от него. Ушла с детьми и начала жить заново, что ли.
пандемию тоже и усиленно работали. У меня почти 500 000 было долга. Ну, вот. Нам заказали вот эти шоперы совместно с Германией эти. И все, и мы этим выкрутились. Вообще, я же говорю, вот, думаешь, блин, как расплачусь, и тут раз какой-нибудь спонсор появляется, как Дедушка Мороз, и все. И мы уже не должны. А так я уже привыкла, что я все время должна за наших женщин. Вот. К чаю что у нас есть? Хорошие результаты. Если бы вот все-таки государство хотя бы выделило нам, ну, в любом магазине по метру, по полметра, наши бы девочки сами ходили бы и продавали, но ну, пока мы на этот уровень не смогли выйти. Хорошие результаты. В прошлом году мы помогли на 672 тысячи наших женщин. Это хорошая сумма. Да. Но сейчас мне стало тяжело. Я одна не успеваю ни шить, ни кроить, ни продавать. Она без газа вещи Богу. Вообще-то берите, давайте мы поблагодарим Альнуру, что она пришла, да? Альнура, мы благодарим, что ты сошла, прям прилетела к нам и делишься с нами, помогаешь в наших задачах, проблемах, в наших праздниках. Да? Да, нам уже 3 года. Мен бош болсам дейсіз. У меня удалены обе груди, и левая, и правая. И однажды я, нащупав свою грудь, обнаружила там шишечку небольшую. И вот помассажирую, она исчезнет. Через день она опять возвращается. А поскольку у меня в это время как раз шел процесс защиты, у меня времени практически не было, через месяц я почувствовала, что у меня сосок груди начал втягиваться. И когда она мне объявила, что у меня онкология, у меня мир перевернулся. Моя жизнь на этом закончилась. И я еще подумала о своих детях. Думаю, как они будут жить без меня. И когда меня направили на обследование в Бишкек, я своему мужу написала длинное письмо, в котором я расписала, как должны пройти похороны, что надо делать после меня, как он должен устроить свою жизнь. И я ему дала разрешение через год после ухода жениться на другой женщине. Надо отдать должное моему мужу, который, как некоторые мужья, он не бросил меня в тяжелые моменты. Многих женщин бросают у нас, многих. И вот у меня есть сейчас одна женщина, которая поправлялась уже, шла на поправку. Но вот муж признался, сказал, что да, у него есть уже другая семья. И сейчас она 10 дней не делала перевязку. 10 дней она лежала к стенке лицом и плакала. Что это дало? Это дало рецидив, полностью метастазы во все органы. И сейчас мы не знаем, поправится она или не поправится. Вот сегодня я смотрела перечень лекарств, необходимых для химиотерапии. Самые дорогостоящие и самые эффективные лекарства стоят до 100 тысяч, 150 тысяч. И этот курс надо получить не один раз. Например, если получить 6 раз, вот умножьте эту сумму на 6 раз.
Вы знаете, у меня почти каждая вторая берет кредит. Да не каждая вторая, да почти все. Редкий случай, когда не берут кредит. Потому что действительно это невозможно просто вот так одному человеку оплачивать это все. И приходится влазить в долги, брать кредиты. Вот сейчас у меня есть одна женщина, у которой в Канте забирают дом уже, выставляют, можно сказать, на продажу. И она тоже плачет и не знает, что делать. Дайте мне в сумочку, девочки, подвиньте сюда. Как это прикрепляется? Куда? Рубашек не пришитые пуговицы. Давайте, берите все эти пуговицы. Ай, Гимеле, Рахат, Половина сумки, иди половина... сюда, пиши цены. Я плакала, знаете, когда мне сказали, когда я проходила МСЭК, когда сказали, инвалидность будем оформлять, вот тогда я заплакала. Мне дали вторую группу инвалидности. В этом году я вот во второй раз проходила, и мне сказали, если все нормально будет, в следующем году уже инвалидность уберут. И вот с чем я очень не согласна и была возмущена, наши-то органы не восстановятся, грудь-то не будут вырастать. Я вообще не понимаю. Вот, наше государство, МСЭК. Пиши цены. Кашталка, чем рабочий. Да и пенсии же мизерные же. Как на эти пенсии проживешь? Не проживешь? Айгүл, гел, бекер, уақыт өткірбі. Давай, садись. Мне тоже вообще-то надо бы, но видишь, сколько какие. Да, конечно, в регионы. Они Эльсом открыты, и на Эльсом мы будем перечислять, например, то, что мы там поактивнее, честно помогать надо. Не, мы же... Чего бояться, не знаю. Митингке чакырганда дагы зорго адам топтации, продукции. И регионы тоже передавать. Регионов написывает, разгружать. Мы поэтому... Сын поговорил с деревьями моими, со своими родственниками, братьями, с моими, со всеми. И решили построить каждый дом. А вы для нас он? только поставили Да. сахар? Да, мы не пьем сами сахар сахар. вкусно. Я вот гамбургер хотела, прям вот. Не готовый, который в пакетиках в магазине, а именно, чтобы на глазах вот готовят, чтобы вот такое я захотела. А жила я тогда в селе. Я специально приехала в КАП, и знаете, как ребенок ждала, пока мне вот это готовили, мне слюнки текли. Я вот этот момент никогда не забуду. А в новом году я колу захотела, колу пила. Я вот звонила врачу своему, если просят, если организм хочет, можно чуть-чуть. Я так люблю вот этот курдюк с печенью. Печень намазать с изюмом, потом кусочек Я люблю курдак с бараниной. фига. Ну, я вот уже 5 лет не ем. Ничего, оказывается, можно жить без этого. А вот говорят, конина, оказывается, конина наоборот больше помогает. Я вот в мае записалась на волейбол, не знаю, рука не подведет. Но Я же тебе подожди. говорю, массаж надо делать, ты же не делаешь. Хочу поиграть. Я раньше в школе за сборную играла. Волейбол. Вот поэтому ниточки вот такие кривые. И вот познакомилась, вот мы же в Виннице ходим там с девчонками, они играют там. Любители. Вот они на игру позвали. Нет, просто когда удаляют грудь, у некоторых удаляют и лимфу. И вот здесь есть сухожилие, которое оно начинает тянуть. И кто, допустим, ой, жалко, больно, там, 3-10 начинает себя жалеть, у них это сухожилие, оно сокращается. И рука перестает подниматься. У многих. Вот у меня вот настолько только поднимается. Вот ее нужно разрабатывать. Допустим, она сейчас в волейбол будет играть, резкое движение сделает, может просто оборвать сухожилие, может связку порвать. Поэтому нужен массаж.
У меня звук нам Чүліктер кастролдайды ғой, менікілер миске де өтші. Миске, Атбаш. Біздер миске дейсіз, а мен балдарымда миске. Боль невыносимая. К боли физической прибавляется боль духовная. Я много плакала в подушку, чтобы никто не видел и никто не слышал, закусив угол подушки, когда мне было очень больно. Потом я приходила в себя и начинала снова заниматься, и снова, и снова. И вот сегодня я полноценный гражданин, я даже небольшой чемоданчик могу носить с небольшим грузом, сумочка у меня всегда в руках. В первое время вот ночью, да, коснусь, да, вот здесь, да, вот тут получается, как кость, груди нету. Это, конечно, очень больно, и это просто не рассказать, не знаю. Я ношу протез. Подобно грудям, вот у них имеется тоже вес определенный и размер. Даже если мы что-то будем сюда вкладывать, оно же все равно легче получается, и от этого может быть сколиоз у многих женщин. Поэтому, чтобы этого не было, вот протезы. Это протезы привозят с Европы. Они на самом деле дорогие. 100 и больше долларов стоят. Правильно. Вот Аселя пришла, вот, пожалуйста. Вот Аселя пришла, мы тебя ждем. Это мой снабженец, видишь, думаешь, она где была? Она была на Мадине, она купила вот на них эти 500 штук. Здесь 100 штук. Ну вот видишь, я же говорю, молодец, по 5 сом ты взяла, а тут ты брала по 10. Это оптом, да. А тогда она тебе дала как это розницу. Как вы думаете, я что, волшебница, раз и все сделала? Я ж только начала шить их. Они думают, как все, операция прошла, лечение получила, теперь все, она может работать, зарабатывать, ценить жизнь. Нет, так не получается. Работать я тоже сейчас не в состоянии. У меня сейчас в данное время проблемы с лимфоузлой. Последняя химиотерапия у меня была чесотка. Я во сне, видимо, расчесала. Сейчас у меня они вздулись, и мне приходится носить перчатки. Рукав специальный, чтобы дальше болезнь не пошла. Это тоже нужно найти врача, который с лимфой работает. Это тоже деньги. Постоянно нам нужно обследоваться. Например, сейчас мне предстоит 2-я операция. Перед этим мне нужно лечение. Поэтому я уже не знаю, к кому обратиться. Я поэтому обратилась в мастерскую сюда, чтобы мне помогли. У многих женщин не могут работать на тяжелой работе. Некоторые вообще не могут работать, потому что им противопоказано долго сидеть, поднимать тяжести и так далее. И есть девочки, которые буквально вот 2 месяца тому назад перенесли операции. И когда они видят нас, тех, кто живет уже давно, долго и счастливо, и работоспособны, у них появляется интерес к жизни. Они хотят жить. Я себя в последнюю очередь ставила, не любила себя. А сейчас я вот, несмотря на свой возраст, начала себя любить. Я все стала замечать, окружение, природу. Вы знаете, жизнь прекрасна. А я думала, я очень трусливый человек. Я думала, я все вот это не перенесу. А сейчас, пройдя вот этот путь, я, оказывается, очень сильная. Я от тебя такого не ожидала. Да, у вас за гармонию, но у вас сейчас другой провожу, вы сможете вещи оставить и переодеться. Да. Пойдемте, проходите. Подождите, давайте. Шерджи, все, здесь водичка.
Давайте свернем еще раз. Вы пробегали? Раз, два. Улыбаемся. Сыр. Сиськи. Вот так надо улыбаться. Мне хочется сказать, что рак – это не приговор, что с раком можно жить, что рак можно победить и быть активным гражданином своего общества, приносить ему большую пользу. После того, как я переболела этой болезнью, после всех операций, мне присвоили звание «Отличник образования Кыргызской республики». Я уже 5 лет с ними всеми. Я им Апашка, многие меня уже мамой зовут, бабушкой зовут. Детки их меня так зовут. Я горжусь этим. Все мои женщины, которые прошли через это, вот, они становятся совсем другие. У них меняется мировоззрение. Мы начинаем ценить время. Вот я вот поняла, что самое драгоценное – это время. Раньше я его тратила на какие-то непонятные вещи. Сейчас я не трачу времени. Да, я уже их сшила. Я же рано прихожу. Уже 3 года мы должны сделать какой-то такой большой форум. Для чего? Для того, там мертвых говорят, вот столько-то от онкологии умерло, там статистику дают. А, например, ни разу не сказано, сколько осталось живых и сколько их выживает. А почему, не знаю. Вот вообще надо было больше говорить о живых. Почему-то считают, что онкология, но они все равно умрут, зачем им помогать. Вот в основном вот так считают. В ресторан мы можем пригласить таких действительно этих, да, и устроить небольшое шоу, там купить какие-то там погремушки да кончи, там для призов, для чего-то, ну, чтобы это было нормально, чтобы было весело, да. И вот каждый из вас подумайте, как мы это сможем сделать. Минимальный расход, но огромная радость, понимаете? Мы этот вечер делаем для чего? Для того, чтобы получить радость, для того, чтобы объяснить людям, что мы живы, живем и будем жить. И будем жить не просто так, а красиво жить для себя, любя себя,